Президентский указ об амнистии еще не утвержден парламентом, а родственники заключенных уже готовятся к встрече. Однако есть проблемы, с которыми столкнется Таджикистан, когда 20 тысяч заключенных выйдут на волю. Нету никаких гарантий того, что эти люди, когда выйдут на свободу, они как-то будут трудоустроены. В Кыргызстане оппозиционный телеканал «Апрель» не может выйти в эфир. На словах ни одно ведомство не запрещает трансляцию. На практике сигнал на вещательную вышку не поступает. Здесь вины о цифровой технологии нет. Мы не препятствуем. Мигранты из России посылают односельчанам на юге Кыргызстана деньги на строительство коммуникаций и новых домов. Это здание нам предоставили местные власти. Это бывший ФАП. Мы тут жили, пока нам мигранты не построили новый дом. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Больше власти для Ельбасы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который значительно расширяет полномочия первого президента республики, главы Совета безопасности Нурсултана Назарбаева. В документе идет речь о возможности назначения чиновников, правительства и других руководителей, в том числе глав городов и областей. Также указом регламентируется контроль за отдельными министерствами и ведомствами. Согласно указу, отныне президент Казахстана будет назначать всех министров, кроме глав МИД, Минобороны и МВД, только после согласования с Назарбаевым. Также после согласования с главой Совбеза будет происходить назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, таких как администрация президента, Генпрокуратура, Комитет национальной безопасности и других. Также действующий президент Казахстана будет согласовывать с главой Совбеза Назарбаевым назначение глав областей, городов республиканского значения, столицы Казахстана Нур-Султана. Я напомню, 19 марта 79-летний Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, но оставил за собой пост председателя Совета безопасности страны. Перед этим еще в конце 2017 года парламент Казахстана наделил Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совбез. Эксперты предсказывали, что существование Совбеза и пожизненное председательство в нем и дальше позволит Назарбаеву контролировать основные направления развития Казахстана и принимать ключевые кадровые решения. Закон об амнистии по случаю 25-й годовщины Конституции Таджикистана еще не рассмотрен Нижней палатой парламента, но таджикистанцы, чьи близкие находятся под следствием или в тюрьмах страны, уже массово обращаются к адвокатам. Они хотят узнать, входят ли их родственники в заветные списки на освобождение. Ни у кого не возникает сомнения, что амнистия состоится, ведь ее предложил сам президент страны Эмомали Рахмон. Освободят от ответственности и выпустят на свободу 20 тысяч подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. О плюсах и минусах амнистии расскажет Анушер Ванарипов. Сын Барфиму Камоловой Шухрат Атоев отбывает наказание в тюрьме за торговлю наркотиками. Женщина говорит, что ее сын не виновен, но если он признает вину, то его амнистируют. Для того, чтобы оказаться на воле, он готов пойти и на это. Шухрат – единственный кормилец в семье и должен обеспечивать мать, жену и 3 детей. Я услышала об амнистии, заплакала, побежала к адвокатам. Они спросили про его статью, а потом подтвердили, что он попадает под нее. Под амнистию попадают те, кто обвиняется или отбывает наказание за преступления средней или незначительной тяжести. Но это 20 тысяч человек. Если решение об освобождении принять несложно, то о том, куда потом пойдут и чем займутся все эти люди, похоже, никто не думал. Само по себе акт амнистии – это акт гуманизма. Да, и это очень хороший акт, очень хороший шаг. В то же время нету никаких гарантий того, что эти люди, когда выйдут на свободу, они как-то будут трудоустроены, потому что сейчас трудоустройство для всех очень тяжелое. Да? И поэтому, в то же время в Таджикистане нет какого-то механизма или каких-то концепций по работе, по адаптации бывших осужденных. Амнистированные их близкие, конечно же, будут рады освобождению из тюрем. Но вот пострадавшие от их преступлений могут быть против. Никаких референдумов или хотя бы опросов населения в стране по поводу амнистии не проводили. Вопрос возмещения вреда здоровью и жизни – это очень сложный вопрос. И поэтому нету какого-то определенного равнозначной компенсации жертвам преступлений. И поэтому они, конечно, будут недовольны. Еще одна сторона этой амнистии
я считаю, не очень хорошее, потому что вопреки рекомендациям Комитета ООН по правам человека, где рекомендуется, что в отношении преступлений, связанных с пытками, амнистия не должна приниматься. К сожалению, эта амнистия коснется и их тоже. Конечно, это не полное их освобождение, но сокращение сроков наказания. За годы независимости в Таджикистане прошло 15 амнистий. По словам юриста Джураева, процедура эта непрозрачная. Он нередко слышал о злоупотреблениях со стороны правоохранительных органов. Если с теми, кто уже сидит в тюрьме, все более или менее понятно, то у находящихся под следствием теоретически можно вымогать деньги, чтобы провести их дело по нужной статье. Правда, доказательств таких злоупотреблений нет. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. Осужденный на пожизненный срок кыргызстанский правозащитник Азимжан Аскаров пожаловался в ООН, Евросоюз и ОБСЕ на неправомерные действия руководства колонии, в которой отбывает наказание. Аскаров написал открытое обращение региональному представителю управления Верховного комиссара ООН по правам человека в представительство Европейского союза в Кыргызстане, в центр ОБСЕ в Бишкеке. Письмо распространило руководство общественного фонда Voice of Freedom. Азимжан Аскаров, в частности, жалуется на начальника исправительной колонии номер 19 Труспекова, который нарушает не только его права, но и других заключенных. Когда мировое сообщество призывает власти Кыргызстана исполнить решение Комитета по правам человека ООН и требует моего незамедлительного освобождения, начальник исправительной колонии номер 19 издевается надо мной, препятствует свиданиям с членами моей семьи. Я напомню, Азимжан Аскаров жил в Базар-Кургонском районе Джалалабадской области Кыргызстана и занимался правозащитной деятельностью. После кровопролитных событий на юге страны в июне 2010 года его задержали по подозрению в организации массовых беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Суды всех инстанций приговорили его к пожизненному заключению. В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти пересмотреть дело Аскарова. Дело в итоге пересмотрели, но суд оставил приговор без изменений. Аскаров свою вину отрицает. Правозащитница и беженка из Узбекистана Виктория Баженова помещена в психиатрическую лечебницу в Алматы. И ее казахстанские коллеги полагают, что Баженову упекли в Центр психического здоровья из-за ее правозащитной деятельности. По словам общественников, Виктория публиковала в социальных сетях видеоконтент, который не пришелся по душе руководству Алматинского дома ветеранов. Шалпан Разбекова с подробностями. Алматинские общественники требуют проверить законность помещения беженки из Узбекистана правозащитницы Виктории Баженовой в Центр психического здоровья. Оказалось, она там по сигналу сотрудников Дома ветеранов, где в последнее время Баженова проживала вместе со своей 85-летней матерью. По словам казахстанских коллег, к Виктории очень часто за помощью обращались пожилые люди, проживающие в этом самом Доме ветеранов. Баженова же все нарушения снимала на видеокамеру и публиковала на своем YouTube-канале. Нянечкам сказала, он до сих пор лежит. Вы понимаете? Уже все покушали, он хлеб опять дали без тарелок. Эльза, а вот у нее синяки на руках, почему, а? Нин, ты меня слышишь? Мы предполагаем, что, возможно, есть основания для постановки вопроса о незаконном водворении ее в Центр психического здоровья, поскольку, зная этого человека довольно продолжительное время, я со всей ответственностью утверждаю, что никаких отклонений в ее поведении, психике не наблюдала. Она не является человеком, употребляющим алкоголь, она не является токсикоманом, она в добром здравии. Виктория Баженова – одна из правозащитниц, которая требовала провести международное расследование о кровавых событиях в Андижане. Именно из-за этой деятельности ей пришлось бежать из Узбекистана. В 2014 году Баженова получила статус беженки в Казахстане. Но это все, чего смогла добиться правозащитница. Надо понимать, что законодательство Республики Казахстан, оно по сути не дает беженцам каких-то гарантий социальных, финансовых, и человек как бы получает только защиту от невыдачи его стране. И поэтому как бы всегда стоял вопрос по ее размещению за все эти годы, где она только не жила, и помогали там, пытались и просто неравнодушные граждане, органы миграционной службы. Она проживала и на дачах где-то в поселках, и потом появился такой вариант помещения именно в Дом ветеранов. В самом Доме ветеранов говорят об обратном. По словам руководства госучреждения, женщина жила здесь с 2016 года и регулярно занималась поисками нарушений в работе местных соцработников. Писать обращения во всякие инстанции. Говорят, в Доме ветеранов Баженова могла по поводу и без повода. Это 18-й год. 17-й год. Это 16-й год. Теперь посмотрите. Вся корреспонденция
обращения Баженовой. Это ответ на жалобы Это Баженовой? ее жалобы и наши же ответы. Вы понимаете? Их у меня около 2500. Руководитель управления занятости от получателя услуг. Партия Нур-Отан города Алматы переслала вам мое заявление о том, что моей маме не выдают туалетную бумагу. В один из дней Баженова вступила в открытый конфликт с одним из пенсионеров, в результате которого успокоить ее якобы уже не удалось, поэтому пришлось вызвать скорую помощь. Мы все слышали этот крик. Она кричала на весь коридор, созывала всех на помощь, просила, чтобы ей все помогли, хотя сама делала обратное. Ну, в результате чего вот это агрессивное ее состояние, как сказали наши медики, продолжалось где-то 2-3 часа, что вследствие чего вызвали просто 9-ю бригаду. В Центре психического здоровья комментировать состояние Баженовой на камеру отказались. Я буду разговаривать с вами. Проходите, присаживайтесь. А за закрытыми дверями нам подтвердили, Виктория Баженова здесь. Лечиться ей придется еще несколько дней. Диагноз сообщить Жанна Жолдыбаева отказалась. Сослалась на врачебную тайну, мол, это информация для родных и полиции. Тем временем правозащитники требуют вмешаться в это дело правоохранительные и надзорные органы. Если выяснится, что в центр ее поместили незаконно, обещают подать в суд. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Лицензия есть, оборудование нашли, программу передач составили, но на экранах телевизоров так и не появились. В Кыргызстане оппозиционный телеканал «Апрель» не может вернуться к вещанию. Журналисты видят в этом давление властей. Компания, обеспечивающая эфир «Апреля», уверяет, что нужно соблюсти некие формальности. Напомню, телеканал принадлежит бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Правда, все его активы арестованы. Дарья Тимофеева продолжит. Сейчас редакция «Апреля» трудится в одной небольшой комнате. Сами журналисты называют это «работой на коленке». Но и таким образом удается собирать ежедневный выпуск новостей. Попутно между планерками, съемками и написанием текстов коллектив пытается отстоять свое право вернуться в арестованный офис. А что еще важнее – в телеэфир. Мы готовились к этому примерно 3 недели. То есть мы готовили оборудование специальное, специальные компьютеры для выхода в телеэфир. Мы собирали контент, который мы будем давать в телеэфир, установили, поставили там специальные антенны, которые передают сигнал. Вот, проверили, протестировали, все нормально работало. То есть, по сути дела, вышке оставалось только там нажать кнопку, и мы бы вышли в телеэфир. Волшебную кнопку никто так и не нажал. Доводить телесигнал до зрителя – обязанность ОСО «Цифровые технологии». В него входит сам «Апрель» и ряд других коммерческих телеканалов. Руководство ссылается на то, что имущество телеканала «Апрель» арестовано, в том числе и доля в цифровых технологиях. Здесь вины ОСО «Цифровые технологии» нет. Мы не препятствуем. Там правление состоит из 5 участников, в том числе телеканал НБТ, НТС, НЮ-ТВ, Сентябрь и Апрель. И они поручили исполнительным органам еще раз обратиться в военную прокуратуру с уточняющим единственным вопросом, имеет ли право ОСО «Цифровые технологии» использовать долю «Апрель», чтобы возобновить эфир. Профильное ведомство Министерства культуры, информации и туризма в этом споре держит нейтралитет. У «Апреля» есть действующая лицензия на вещание, но вмешиваться в уголовные дела бывшего президента, к которому и принадлежит телеканал, не в их компетенции. Данное разрешение имеет юридическую силу. С нашей стороны не принимались никакие меры по аннулированию или приостановлению данного разрешения. Мы, в принципе, можем приостановить, да, если будут выявлены нарушения, но с их стороны не было выявлено нарушения. Руководство телеканала считает все происходящее давлением на оппозиционные СМИ. В качестве аргумента приводят отношение к другим арестованным телеканалам. Существует еще один телеканал, который также принадлежит экс-президенту Атамбаеву и общественному фонду «Апрель», который также был арестован. Это 7-й канал. 7-й канал вещает в эфире. Еще один мой вывод, да, о том, что Кубат Утурбаев вольно или невольно стал орудием ограничения свободы слова в Кыргызстане. Вот. Возможно, из-за того, что он сам перестраховывается, возможно, от того, что была команда. Пошел 3-й месяц, как у журналистов «Апреля» нет доступа в эфир, в собственный офис и даже к личным вещам, которые в нем остались. Официальный ответ военной прокуратуры ОСО «Цифровые технологии» должен быть дан максимум спустя 2 недели. Тогда станет ясно, вернется ли «Апрель» к своим телезрителям.
Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Смотрите далее в нашей программе. Мигранты из России посылают односельчанам на юге Кыргызстана деньги на строительство коммуникаций и новых домов. Это здание нам предоставили местные власти. Это бывший ФАП. Мы тут жили, пока нам мигранты не построили новый дом. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня последний день перемирия между Турцией и сирийскими курдами. Но обе стороны говорят, что никакого прекращения огня нет и боевые действия продолжаются. США вводят свои войска, но оставляют подразделения для охраны нефтяных полей. А Эрдоган готовится ко встрече с Путиным, чтобы решить сирийский вопрос. Тему продолжит Вениамин Трубачев. Американские военные продолжают покидать Сирию. Колонны техники направляются в соседний Ирак, в провинцию Дахук на севере страны. В Пентагоне сообщают, что операция по переброске войск может продлиться несколько недель. Речь идет о более чем 1000 военнослужащих. Они продолжат бороться против боевиков так называемого исламского государства в Ираке. Некоторые из американских подразделений на северо-востоке Сирии все еще остаются на своих позициях, и войска все еще дислоцированы в населенных пунктах возле нефтяных полей. США контактируют с сирийскими курдами по поводу того, как не позволить боевикам исламского государства захватить нефтяные месторождения. Тем временем в Сирии продолжаются боевые действия, столкновения между турецкой армией и курдскими военизированными формированиями. Стороны обвиняют друг друга в нарушении условий временного перемирия, которое было достигнуто на прошлой неделе. Мы просим мировое сообщество оказать давление на турецкое государство, чтобы прекратились обстрелы мирного населения. Мы хотим, чтобы эта бойня прекратилась и был открыт гуманитарный коридор. 17 октября США и Турция договорились о приостановке боевых действий на 5 дней. Этот срок заканчивается завтра, а до этого времени курдские отряды должны покинуть приграничные районы. Там Анкара планирует создать зону безопасности. В противном случае турецкая армия продолжит наступление. Мы договорились о перемирии, которое будет длиться 120 часов. Это время практически истекло. Завтра я встречаюсь в российском Сочи с Путиным. Мы обсудим сложившуюся ситуацию, чтобы понимать, какие шаги предпринимать дальше. От результатов завтрашней встречи Эрдогана и Путина многое зависит. После начала боевых действий курдские формирования достигли соглашения с правительством Башара Асада, которого поддерживает Россия. Сирийская армия и российские подразделения уже заняли приграничные с Турцией города. Необходим диалог между курдами и Дамаском. И такой диалог мы готовы всячески поощрять. Обе стороны проявили заинтересованность в том, чтобы Россия помогла им в этом процессе. И, конечно же, необходим диалог между Турцией и Сирийской Арабской Республикой, где тоже мы готовы играть вспомогательную роль, поощрять. Напомню, что Турция начала военную операцию в Сирии под названием «Источник мира» 8 октября. И направлена она в основном против курдских формирований, которые были союзниками США. За день до этого Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. Они находились в районе, который атаковала турецкая армия. Вениамин Трубачев. Настоящее время. В Кыргызстане прошел первый съезд профсоюза трудовых мигрантов. Мероприятие организовали в городе Исфана в Баткенской области. Это один из регионов страны, откуда больше всего людей уехали работать за границу. Регистрироваться члены нового профсоюза начали еще в начале года. В итоге в организации сейчас насчитывается более 2000 членов. Многие участники съезда приехали даже из отдаленных районов. Большинство участников мероприятия – кыргызстанцы, которые уже побывали в России и сталкивались с разными проблемами. Мы даже запоздали с открытием профсоюза, потому что в России мы работаем уже лет 20. Там выросло целое поколение, которое уже успело хлебнуть горе. В свое время мы столкнулись с такими сложностями, с которыми нынешняя молодежь там уже не столкнется. Но все равно профсоюзу есть чем заняться. Они должны проводить разъяснительные работы с родителями мигрантов, которые только собираются уезжать. Глава новой организации подписал соглашение с одним из российских профсоюзов. Собравшиеся также приняли устав и утвердили сумму членского взноса. Он составит около $3. Напомню, только по официальным данным на заработках за границей находится более 1 миллиона кыргызстанцев, и большинство из них живут в России. Получается, каждый 6-й житель страны работает за рубежом. Их денежные переводы равны 1/3 всего ВВП Кыргызстана. Поддержать начинание активистов пришли представители местной власти и международных организаций.
Мы создадим электронную базу данных, в которой будут указаны место работы и контакты трудовых мигрантов. Кроме того, мы собираемся работать с теми, кто планирует уехать в трудовую миграцию. Просто есть граждане, которые могут взять и поехать в Россию, не зная ни законов, ни каких-либо правил. Село без молодежи в поселке Октябрь на юге Кыргызстана живут преимущественно школьники и люди старшего поколения. Трудоспособная молодежь в основном на заработках в России. В местности, где остались лишь стар да млад, побывала Джазгуля Гимбердиева. Это здание нам предоставили местные власти. Это бывший ФАП. Мы тут жили, пока нам мигранты не построили новый дом. Почти 2 десятка лет эта малоимущая семья скиталась по съемным квартирам. Старшая в семье 60-летняя Сурмахан Хатанова перестала ходить из-за осложнений после грыжи и сахарного диабета. Ее сын и дочь также ограничены в возможностях. Собственным домом они обзавелись 2 года назад. Новое жилье им построили односельчане, которые сейчас трудятся в России. Когда меня привезли в новый дом, я заехала на своей коляске, и было ощущение, что я в кино попала. Не могла поверить, что это теперь наш собственный дом. Мало того, что мигранты нашего села нам большой новый дом построили, так они еще и шикарное новоселье организовали. Стол ломился от еды. Мигранты из этого села не только поддерживают нуждающихся земляков, но и благоустраивают свой поселок. Установили уличные лампы, построили остановки, ремонтируют местные дороги. Село Октябрь с более чем 10-тысячным населением считается регионом Кыргызстана с одним из самых больших потоков миграции. Местные жители говорят, что здесь очень мало молодежи, потому что ей здесь заниматься нечем. Ни работы, ни развлечения для досуга. Поэтому после окончания школы некоторые выезжают получать высшее образование в столицу или в местный областной центр. Но многие сразу же после школы выезжают на заработки в Россию. Дочь Абдуразака в июне окончила среднюю школу и уехала на заработки в Москву. Впрочем, как и многие ее одноклассники. В столице России работает и его жена. Между тем, 3 малолетних детей воспитывает он сам. А на деньги, которые присылает жена, он строит новый дом. В прежнем ветхом жилище семья уже не помещается. В своем селе заработать деньги на строительство невозможно. Тоже был на заработках в России, но меня депортировали. Пришлось ехать жене. Здесь она учительницей работала. В Москве моет полы в аэропорту. Мне нелегко ухаживать за самой младшей дочерью. Ей же всего 2 годика было, когда жена уехала. Надо кормить, менять подгузники, стирать вещи. Днем строю дом, а ночью за ребенком смотреть надо. Тяжело. Миграция в этом поселке началась в конце 90-х годов. Большая часть сельчан едет в Россию, помимо этого Турцию, Казахстан, незначительная часть Южную Корею. Больше всех, говорит староста села, в результате миграции страдают дети. Они недополучают родительской ласки, воспитания, хромает их успеваемость в школах. Никто не ведет учета мигрантов. Сельчане самостоятельно выезжают в миграцию, возвращаются. Но когда мы ведем перепись населения, то видно, что в каждом доме есть как минимум 1 или 2 мигранта. Мигранты, отправляя деньги своим родным и близким, способствуют развитию села и даже всей страны. При этом местные аксакалы еще не нашли ответа на вопрос, как же восполнить пробелы в воспитании детей-мигрантов. Джазгуля Гимбердиева, Азат Интымаков. Настоящее время Азия. Кыргызстан, Джалалабадская область. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. До встречи. И вот так вот 30 лет. Беда, проклятие этой деревни, тут был массовый психоз переселиться в Иваново от этой разрухи. И они приезжают сюда покуролесить, водки попить. Боже, спаси, Христе Боже! Вы понимаете, вы как бы, вы родственник, да. Надо еще разрешение от Яценко Павла Юрьевича. Но она мать-одиночка. Да, я мать-одиночка. Не надо, видишь, что бывает, когда невнимательная. Нужно сесть просто спокойно, выпить чай без всяких приколов. Пожалуйста. От тебя самой зависит какая